А теперь мы поднимемся на саму башню Бурана. И пока мы будем подниматься, я, наверное, пойду вперед. Андрей расскажет нам про башню вкратце, дополнит то, что нам рассказала директор Джей. Дорогие друзья, мы поднимаемся на полуразрушенную башню Бурана. Когда-то это здание было гораздо выше. На том месте, где сейчас поднимаемся мы, находилась мечеть. И как вы видите, что вход расположен на высоте около 6 метров. Это было как раз вход с мечети. Мы заходим, поднимаемся. Когда-то муазин, мулла поднимался наверх этой башни, чтобы призвать всех к молитве. А сегодня мы поднимемся, чтобы вы могли насладиться видами вокруг. Заходим вовнутрь, там гораздо темнее, чем на улице. Я надеюсь, камера адаптируется, вы сможете увидеть. Но путь не из легких. Мы с вами поднимемся порядка 20 метров выше. Закрой потом, я здесь буду ждать. Хорошо. Никто не нашел. Человеческий глаз требует времени, чтобы адаптироваться и увидеть что-то. Но на данный момент для нас это полная темнота. И виден только свет в конце туннеля. И немножечко вот здесь на повороте. Да. Если вы не в очень хорошей физической форме, будьте аккуратны, когда вы поднимаетесь и спускаетесь. Особенно на спуске нужно быть очень аккуратным. Как вы видите, ступеньки очень узкие. Здесь достаточно много посетителей. Все стерлось. И еще хотелось бы сказать, ребята, не делайте вот так вот. Все, кто это писал, как говорится, уят. Называется вандализм. Вандализм. Нельзя так делать. Это наша гордость историческая. И вот мы поднялись на самый верх. Слепит яркое солнце. С погодой нам повезло. Издалека встань с той стороны? Да. Ближний кадр он есть. Все рассказано. Друзья, мы находимся с вами на высоте. Итак, мы с вами находимся на высоте порядка 24 метров. Когда-то эта башня была вдвое больше. Еще в средние века, после сильного землетрясения, осталась только половина, на которой мы сейчас находимся. На территории Кыргызстана существует два подобных объекта. Я надеюсь, у нас будет возможность отснять второй в Узгене, башню Узгенскую. А сейчас просто посмотрите на виды вокруг. Мы вам немножко расскажем, что есть на территории этого комплекса. У нас есть древние кумбезы, остатки, которые были найдены, захоронения древних ханов. Это один, который вы видите. Есть еще два, немного восточнее. Имеется музей. Вы видите здание, круглое здание, которое было совсем недавно построено к тысячелетию этого места. И также вы можете увидеть юрту, в которой продаются сувениры. На территории этого комплекса также находится музей под открытым небом, называемый садом камней, кто-то называет, но вообще это комплекс, где расположены балбалы, которые были свезены сюда с целью сохранить их. Мы можем видеть с вами раскоп древнего Шахристана. Напомню, что это место было столицей караханидов, и достаточно интересная история связана с этим местом. А историю вы, наверное, учили еще в школе. История Кыргызстана. Также хотелось бы добавить, если вы посмотрите, вокруг есть такие холмы, и здесь их 2-3 ряда было. Получается, различные круги, это были ворота, и чем ближе к центру, тем то есть здесь располагался дворец хана, и все министры, да, как бы приближенные, жили вот в этом круге, в черте города. В черте города. Также были. А дальше жили уже крестьяне, торговцы и так далее. Мы постараемся снять для вас сейчас музей внутри и показать те артефакты, которые накоплены там. Это не все, далеко не все. В основном артефакты находятся внутри здания, вот, которое мы видим.